встретиться. Я человек, который закосил армию в 1987 году. Я не пошел служить, защищать родину, тогда еще Советский Союз, а поступил в мореходное училище, которых было 3 в Советском Союзе, которое давало возможность не служить, а работать в военно-морском флоте, после чего отработал и уволился, уже стал гражданским человеком. Да? Так вот, я хочу сказать, я никогда не смотрел его биографию, но каждый министр обороны говорит одно и то же. Каждый министр обороны награжден орденами, медалями каждого президента, при котором он был министр обороны. И самое смешное, что потом мы их всех называем злочинцами. Так вот, как уже в прошлом, но тогда, когда я был уклонистом, я не знал, что я стану работником военкомата, офицером мобилизационного відділа. Знаете, и когда мы по утрам, в 5 утра ловили бедных этих парней, вытягивая их из теплых кроватей, там, вступая в драки и суперечки с их родственниками, кто-то там выпрыгивал в окна. Человек вроде как бы министр, вроде взрослый, а несет ахинею. Разговаривать о контрактной армии, о прекращении призыва во время войны, за это вообще надо расстреливать. Это саботаж и провокация. Давайте мы сначала разговаривать о том, как мы закончим войну, как мы победим в этой войне, физически, дипломатически, а потом мы уже будем рассуждать, какая нам нужна армия. Сегодня украинской армии нет. И если бы не те парни, которые героически, добровольно пошли в 2014 году, и многие из них служат еще от безнадеги, а нет патриотизма сегодня, я думаю, что уже бы не было татарского крымского канала даже в Киеве. А вот такие... Но в 2014 году ведь страну спас не призыв. Не, так правильно, не призыв, а добровольцы, которые пошли. И которые в суперечку тому действующему министру, правительству держали оборону. А сегодня мы видим, как министр обороны вместе с президентом, только я не знаю, кого они разводят. Войска или лохов, или, как говорил один известный персонаж, развели как котят. Поэтому вот такие заявления, я считаю, это провокационными преступлениями.